Мост через реку Белую в Уфе или Бельский мост. Исторически направление на Оренбург, в центр губернии, было главным для Уфы. Первый мост через Белую соорудили из дерева еще в 1795 году, но простоял он до первого паводка. С 1808 года, в течение почти 1,5 столетий, здесь действовал мост на лодках-плашкоутах, которые на 3-4 часа ежедневно разводили и пропускали под ним суда. С 1956 года началось движение по новому мосту из ажурных стальных конструкций. В 1993 году параллельно построили новую переправу вдвое шире и с большей пропускной способностью. Ее длина 690 метров. В январе 2018 года старый мост закрывали из-за возникшей трещины. Затем, после ремонта, движение по нему возобновили. Но к строительству моста вставки, очень необходимой из-за возросшей нагрузки на въезд и выезд из Уфы, смогли приступить только в июле 2019 года. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Трудимся, Тут вот сейчас здесь вообще в проекте у нас должен быть козловой кран. Но среди города ставить козловой, во-первых, их уже и нет таких. А во-вторых, мы с Рефом Ивановичем посоветовались, решили стреловой поставить. И вот я 260-тонник сейчас заканчиваю монтировать, вот этот вот кран. И 260-тонным этим краном будем монтировать пролетное строение. Вот корневой блок, он вот так развернется, да? Вот так, это вот корневой, 54 тонны. А к нему уже наращивается, и вперед, и назад, так сказать, и потом с ним будем двигаться. И чем этот удобен кран, он консоли сразу вешает, потому что если бы козловой был, то только был бы блок, и все. А тут консоли тоже можно сразу вешать. Вот это вот агрегаты у нас собирают или где? В Челябинске? Нет, это Курган. Курган, да. Стальмост, да, вот нам. Вот они производители, да, получается? Да, а металл, Орск-Калиловский комбинат вставляет им металл, они его листы вставляют, они с листов делают вот такие вот конструкции, вот такие конструкции. 6 тысяч металлоконструкций у нас идет на весь мост, 1500 тонн металлоконструкций они нам уже поставили. На этой неделе мы его испытываем, и на следующей неделе начинаем монтаж стапельный. Это стапель, на котором будет собираться пролетное строение. У нас в чем сложность? Дело в том, что у нас остается порядка 60 сантиметров с одной стороны до того моста и порядка 40 сантиметров до того моста. Все почти вплотную. Вот такая схема. Здесь на схеме удобнее видно. Если в плане смотреть, вот так вот середину мы делаем середину. Это 3 полосы движения по 3,5 метра. То есть вплотную. Там развязка должна быть Воровского. Здесь, так сказать, вот он. Если говорить из общей длина моста 662 метра, 7 опор. Из 7 опор, вот если мы здесь стоим на стороне аэропорта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 это на той стороне. Потом оттуда вот зайдем, их оттуда видно будет, потому что мы с опорами практически все вышли. Из 18 тысяч бетона мы уже 16 тысяч положили. 200 буровых столбов, 30-метровой глубины, 1,5-метровый диаметр. Все это забетонировано. В прошлом году освоено около 800 миллионов, 795 миллионов освоено здесь. В этом году порядка 200, там 180 миллионов мы освоили. И поэтому с металлом мы начнем, на следующей неделе начнем здесь собирать металл. 1500 тонн, я уже говорил. И будем в 3-м квартале двигаться туда с металлом. Мы здесь собираем и двигаем его. В чем сложность? Что с одной точки стоянки. Потому что мы те мосты, все большие внеклассные мосты, мы с 2 сторон и в середине стыковали. И вот этот вот мост тоже так же делали. Русловой пролет 154 метра. Мы в русле стыкуем. А здесь все с одной стороны. То есть нам надо, с одной стоянки только мы имеем больше, чем, предположим, 350-400 тонн не соберешь в месяц. Когда с 2 стоянок, то можно будет увеличить, а здесь с одной.
Поэтому проблема есть вот только в том, что стесненность. А так, в принципе, технически для нас это мост такой же, как и все остальные мосты, будем говорить, сложностей никаких нет. Вопросы, ну так мы, в принципе, все с заказчиком, с городом и Раифом Азановичем решаем, поэтому вопросов практически никаких особых нет. Значит, есть сложности определенные, но мы их тоже решаем. Так что, я думаю, что срок когда? Следующий год. следующий год у нас срок, значит, где-то, пока, ну, с декабря мы сдвинулись, потому что какой декабрь, сдача какая, асфальт там и прочее, прочее. Поэтому я думаю, что мы на октябрь месяц будем готовиться. Да, вот я вам покажу опоры, если хотите, есть желание посмотреть вот с той стороны. Вот, Раиль Фаридович, вот видите, вот этот железобетон, вижу, да? да. Вот это вот первая опора. Вот это все стапель, это временное все, это для сборки моста. Потом вот железобетонная стоит вторая опора, потом там третья опора, вот где там эти теплячки. Четвертая опора тоже там с ригелем, арматурный ригель. Пятая тоже из воды. Шестая тоже из воды вынута. Седьмая на берегу, она тоже буровые все сделаны. То есть с опорами-то проблем нет. Осталось всего порядка 2000 из 18 тысяч километров. Поэтому работы все согласно графику велись и в прошлом году. И в этом Это году. вот опора, да, вот это? Да, это опора, это Она- устой. Это первая опора? Да, нет? это первая опора, это устой. Мы будем собирать вот здесь вот 5 блоков здесь собирается, и 6 блоков в ту сторону. Мы еще тут вот немножко подрежем. 6 блоков. И будем толкать отсюда, вот толкать туда, в ту сторону. Ну, как начнется надвижка, мы вас пригласим посмотреть. Да, интересно. Конструкция железная, да, будет, да? Да, все в металле. Всё в металле. Все в металле. Все в металле. Ну, а потом уже арочные надо будет ремонтировать. Там, ну, в старой постройке там железобетонная плита, она уже, бетон уже не тот был. Ну, 53-56 год, что да. Конечно. То есть его надо будет скрывать, да? Да, его полностью надо. скрывать и по новый асфальт. И... Да, у нас проект. У нас проект капитального ремонта. Мы его полностью вот бетон сейчас снимаем, металл укрепляем, одну опору там срезаем, потому что она не нужна. Но вообще, вначале хотели вообще и арку убрать, да? Вот, ну это арка красиво же все. Да, да. В общем, арку решили сохранить. В этом году сейчас отторгуется, проект сделаем, и в следующем году уже у нас будет проект, будем торговаться. Ну и после того, как этот запустим, уже тут Здесь 4 же полосы, да? Да. А здесь 3, да, получается? здесь 3 полосы полосы. у нас, и там у нас 5 полос. Да, движения. 8. А что вот, когда у тебя начнутся работы на развязке? На развязке в этом году отторгуемся, да, в июне отторгуемся и выйдем. В этом году Ну, то начнем. есть мы делаем. Мы одинаково, Рафач. Вот это когда Чтобы захвачиваем, синхронизировать, да? Можно было вместе запустить это дело. Там, правда, тоже по определенной сложности, потому что там надо увеличивать пролет под движением. Ну, неважно. То есть, есть документация. Сколько человек работает сейчас здесь? Здесь сегодня порядка 220 работает, но круглые сутки работает. А, вот так. Про круглые сутки порядка 220 работает, но в пик здесь будет порядка 500 человек. Ну, вот Затонский мост у нас порядка 600 человек было. И здесь порядка 500 человек будет. А здесь тоже продумали, как заезд, да, Да, получается? да. Здесь все это, все проект есть, все, в принципе, решено, все это дело. Одна четвертая часть металла здесь уже, поэтому надо сейчас. Мы совещание Раиф Рамазанович проводит по этому делу, и в городе тоже там собираемся, когда что какие-то вопросы есть, мы все это дело снимаем, не доводим В никаких. этом году 490 федеральных, в прошлом году 670 было. На следующий год они должны до 2 миллиардов добиться. Ну вот мы так и договорились, да, 2 миллиарда с них, да, а полмиллиарда наши. 1,5 миллиарда наших. То есть вот такая, в принципе, договоренность выдерживает. А там вот эта программа ремонта мостов, они еще там не рассказали? Подали. Они, этот Шакшинский мост, Затонский мост, два моста у нас как бы включили, но пока без денег якобы. Там в программе нету денег. Ну, с учетом вот этой кризисной ситуации, наверное, пока не принимается, конечно. А так мы впереди паровоза. 2 больших моста подали, и Старлитамак будем готовить. А восточный лес что у нас? Там они работают? Работает очень слабо, но очень слабо работает, но пока Они технику привезли, нет? привезли там где-то порядка 50 единиц техники разных, частичных. Остальное не могут ни людей, ни технику завести. из-за этих... да. А, понятно. Но основной техники еще нет. Эскаваторы пришли, вертикальные погрузчики, самосвалы есть. Ну там такая вот повелась. Ну, много техники принесли, но не основной. Шахтной проходчества нет еще. А здесь вот это временка, да, или что Да, это? это временка. Это временка. Это чтобы не, да, это все уйдет. Это временное крепление для того, чтобы не обсыпалось. С двух сторон мы это сделали, чтобы вынули оттуда здесь грунт, и это же все вот в этом уровне будет. Вот. Так что,
А когда начнете вот тихонечко это примерно когда? Двигать? Да. Это третий квартал, где-то, наверное, ну, август, вторая половина августа. Август уже начнете, да? Да, август. То есть это значит, что к этому времени вот эта часть уже готова будет, нет? Нет, она как готова? Она собрана будет, мы здесь 5 блоков соберем. И вот и начнете вот И туда. начнем двигать, да, в ту сторону. Ну, мы доложим, пригласим. Да, интересно посмотрим. посмотреть. Интересно. Это такая махина пойдет, да? Да. В самом конце почти 6 тысяч тонн будет двигаться. Я говорю, о чем мы говорим. Двигаем. Это 6 Нормально. тысяч. Двигаться будет. Это мы привыкли здесь в Башкирии, в Уфе, мостотряд, это что постоянно такие моста, так это очень мало. Конечно. И поэтому В России сколько таких организаций? Штук 5? В России, ну, на одной руке можно пересчитать, здесь считать. Это мостотрест, там, ну, порядка 5 организаций небольших, которые работают. Вот сейчас вот, получается, вы уже ледоход один пережили, да? Да. Спокойно пережили, без Да, труда. а нас мы вышли из воды никакого. Нет, мы вышли из воды. Боялись, нам- честно говоря, вот за ту опору. Мы боялись, да. за ту опору, но нормально Эту успели. опору, ну, все нормально. Успели вывести ее. Ладно, хорошо. Здорово. Райт Фрич, не остановили стройку моста из-за коронавируса? А какое отношение это имеет к коронавирусу? Финансирование есть, техника есть, люди есть. Все подряд, договора с подрядчиками заключены, не срывают. У нас же здесь очень много металла приходит с других регионов страны. Поэтому все ровно. Вот у нас срок окончания конец 2021 года. Но вот сейчас подтвердили, что где-то осенью 2021 года надо закончить. Ну, чтобы асфальт положить и так далее. Там же еще развязка большая будет. Вот. Поэтому с этим мостом, вот как-то у меня в душе спокойствие. У нас есть тема еще моста через раствор интернациональная. Вот если мы там начнем и сделаем, вот это будет хорошая история. В Уфе, да, еще один мост. Вот все-таки надо Дему выводить туда. Но это пока такие наметки, но тоже. Вот огромной же ценой, я так понимаю, сдвинули с мертвой точки строительства этого моста, потому что привлекли федеральные средства, сами бы не справились. Просто, да, мы договорились с федералами и нас поддержали. 2 миллиарда от федеральной финансирования, 1,5 наше. Вот если бы это только было финансирование наше, мы бы не потянули. Вот сейчас вот. И вот поэтому и по мосту интернациональный тоже мы ведем переговоры, чтобы все-таки было, конечно, федеральное участие, потому что мы без этого тоже не вытянем. Но сами же видите, что все в стране творится. Посмотрим, может быть, что-то корректировать придется. Спасибо. Ну и потом, Райфович, после завершения строительства сразу же перейти старый мост реконструкции, ремонт. Да. У нас уже этот мост. Вот, а вот все-таки вот по Демскому мосту, что у нас вот нам... Ну, у нас предварительно же проект был через Нижегородку. Сейчас вот надо с Рафаэлем Рязановичем конкретно определяться и думать надо, Райфович. Да. Просто время идет, Да, надо время идет. наметить, определиться и проектировать. Спроектируем, пока отпроектируете, мы к тому времени поймем по деньгам. Потому что через Нижегородку огромный снос, во-первых, Очень большой это, снос. и мы там завязим на многие годы. А если вот железнодорожный мост и дальше, левее железнодорожного моста и выхода, тогда мы обойдемся меньше. И мы это самое. Дему туда сбросим, И получается. Дему сразу мы сбросим туда. Дема на сегодняшний день проживает 80 тысяч человек, а ближайшие 3-5 лет мы за 100 перейдем, Райфович. Поэтому и утром, когда народ... Дема, это же не только Дема, это, считайте, Это микрорайон западная Яркий, часть. Зачем? Мы это же запад, да, полностью. запад Это перебрасываем. Туймазы, Октябрьск, Чешмы. Благовар, Чешмы, все же вот отсюда, все. Желательно мы так, да. А предварительно наметками было определено через Нижегородку выйти на Романовку, мост. Но его надо пересматривать. Нам надо А вот изучать. мост интернациональный, он жизненно нам необходим, правильно? Да, То есть, И Его то, что начали строить в этом году восточный выезд, это тоже плюс нашему городу и так далее. вот и получается где-то 4 моста нам больших построить, и ну, Ну, на еще- какое-то время можно забыть. Ну, у нас и Норс надо будет сразу выкинуть туда на М5. Ну, туда, Да. вот оттуда, да, и Норс выкидывать. И второй, где-то вот на уровне Пугачевки, вон там вот на метр выводить. Еще один метр. на метр выводить. Кузнецовский затон, вот оттуда Пугачевка, вот оттуда будет. Вообще, Кувыкино,
спуск на Пугачева и через Кузнецовский затон И на метро. переходят и Да-да. на метро. Вот на это метро. И там развязка, и туда увезли. А Пугачевку когда начнете асфальт класть? Сегодня хотели остановить, успели. да? Снег пошел. Но я говорю, не надо торопиться. Ну, у вас же есть время, вы фрезеруете и есть же чем заниматься. Они обсуждали, что сегодня не торопились. Правда, погода плохая была. Теперь хорошая погода в пятницу должна быть. Сняли уже, фрезовать. Все сняли уже, да? Быстро. Ну, тогда фрезы ставьте на другие места. У вас же Фрезовать есть... дальше, мы же у нас, Рафаэль, что это, Нагаевское шоссе. В этом году в плане Есть со стороны Нагаева. Гаева. Вот прошлый год. Да. Вот мы его сейчас ставим, туда идем. А когда тогда начнете, если вот погода? Погода показывает, в пятницу будет хорошая погода. Плюс 12. Да. Плюс 14 показывают. Вот хорошая погода надо быть. Конечно. Ну, сейчас отфрезеровали, народу сегодня еще мало ездит. Неделя самоизоляции, как раз нормально не успеваем. А дагестанская? Дагестанская тоже, да, заканчивают, да. А комсомольская? Комсомольская в работе. Она в работе, да? Она в работе, да. Мы ливневку там и так далее. Нормально, деревья убрали все сейчас. Расширение занимается. Нормально. А на Ленина нет у вас планов? От Ленина до революционной? Часть работ есть, но там сплошным перекрытием не было. Но вот то, что вы сказали, что обратить больше надо внимание городу, вот сейчас Алан Викторович, мы как раз новые объекты, которые еще включить смотрим, мы вам доложим отдельно. У нас еще одна улица сильно в городе фонить начала, это бульвар Ибрагимова. Да, очень. Да, от улицы Карла Маркса практически до улицы Пархоменко. Это там делали сети, меняли башенки свои. Значит, Сколько метров там? Ну, прилично, там километра 2,5. Да, где-то около 2,5 2,5. километра. И там трамвайные пути. И вот это вот, ну там, ну, очень плохом состоянии. Его надо делать сейчас, будем смотреть. Баш РТС там 2-3 года занимались реконструкцией своих сетей, и мы туда не заходили, не могли работать. И сегодня вот улицу бульвар Ибрагимова восстановить надо. Одно из предложений, которое вот по вашему поручению, мы готовим бульвар Ибрагимова. Его сделать надо. От улицы Карла Маркса, считайте, до Пархоменко, но желательно его добить до Большой Гражданской. если Большой до конца, Гражданской да. там надо, да. И там еще такой прекрасный бульвар, там восстановить зеленхозу поработать надо будет и так далее. Там Ямочный ремонт там у нас идет, нет? Конечно, да. Мы не останавливаемся. Уже горячим асфальтом. Уже, да? А когда вы начнете разметки? Ну, разметку мы начнем не раньше 1 мая. Не раньше Не первого. раньше. Да. А надо под термопластик плюс 10 тоже, как минимум. Под краску вообще плюс 15 надо. Оцифровка, правда, медленно идет. Сегодня вы смотрели, 25%. Ну, 10 дней осталось, там 21% 10 дней сегодня должны еще. всё Всего лишь. доделать, а только вот пока так. Ну, за эту неделю подтянем. Мне кажется, вот понятно, что учимся. Но вот в этом году, если научимся, в прошлом году не получилось, а в этом году научимся, если оцифровывать, нормально распределять силы, средства и плавно решать этот вопрос, и тогда все с пониманием подойдут. Все понимают, да, объективные условия вот такие, у нас климат такой. Все равно не поедем? построили тогда вовремя. Что, смотрите. Ладно, спасибо. Дань, спасибо. Спасибо. Всего доброго. Ильфат Мансурович, прошу прощения, Рафик Рамазанович. Да. Можно вас спросить, уточнить, вот насколько, можно чуть поближе пройдем к мосту? Да. Вот насколько для жителей Уфы, да и для гостей, для всех нас важен этот мост? Ну, Елена Анатольевна, вы прекрасно знаете, любой мост, как у нас город расположен, полуостров и так далее, нам важен каждый мост. Каждый мост. И строительство этого моста, то, что мы в прошлом году начали, ее надо было начинать еще несколько лет назад. Когда И- получилось по финансам? Да, тогда получилось по финансам и так далее. И то, что в прошлом году Раиф Владимирович принял жесткое такое решение, и мы начали строить, все ждут строительства, завершения этого моста. Но вы прекрасно знаете, и мы прекрасно понимаем, что строительство моста только здесь не закончится. И еще развязку на Закиев-Валиди надо и удлинить, и расширить. Проекты есть. И сейчас по финансовому состоянию будем смотреть, когда мы тоже приступим к этой работе. Потому что у нас сроки сдачи этого моста, нашей ставки, определены 2021 годом. И второе полугодие надо уже начинать работать на развязке тоже.
Скажите, а вот что особенного будет в этом, на этом мосту? Здесь перемычка будет какая-то. Вот о чем-то вы говорили, мы не все слышали, все-таки шумно. Нет, никакой перемычки здесь не будет. Это будет просто разгрузка движения от этих двух полоса зон. тут, вернее, одна часть туда, другая часть обратно. Ну, это по схеме движения, это сам рассмотрится и так далее. Тут 3 полосы будут, и определимся, как его запускать и так далее. И сегодня важно в связи с завершением строительства ставки приступить к ремонту, капитальному ремонту нашего старого моста, который есть. Да, тоже проект разработан, проект готов. И сегодня вот вы слышали, глава республики тоже сказал, что после завершения строительства этого моста приступить к ремонту, к ремонтным работам старого моста. Правильно ли мы понимаем, что посередине это вставка, которая будет самостоятельным элементом? 3 полосы будут. Конечно. Да. Слева и справа остаются те части, которые исторически сложились, мы должны их реконструировать, отремонтировать. Первый – это старый мост, который построен в 53-56 Это вот году. этот? Это вот этот, да. Который с аркой. Какого года строительства он? 1953 начали его, в 1956 запустили. Там есть прекрасная арка, которая там четко прописаны цифры, когда начали, когда завершили. А судьба этого моста? А судьба этого моста, он будет работать. Будет работать. Он достаточно крепкий, реконструкция не нужна. Но на сегодняшний день он в нормальном удовлетворительном состоянии, в рабочем состоянии. Сегодня есть 2 моста, которые по городу, это надо о них говорить. А этот мост, он рабочий, нормальный, в нормальном состоянии. У нас Затонский мост, который выезд, западный выезд. Старый мост, который, говорим старый мост, его нужно капитально ремонтировать. Есть проектная документация. И есть второй мост, который капитально необходимо отремонтировать. Это Шахшинский мост. И то же самое вопросы есть понимание и в Госкомтрансе, и у главы республики о том, что мы должны их начинать тоже ремонтировать. Хорошая перспектива. Да. Спасибо. Ждем. И хочется сказать, чем больше мостов в городе, Тем меньше проблем. тем меньше проблем. И для наших горожан. Ну и хорошо, что вы говорите о планах в тот период, когда мы все оказались в зоне влияния коронавирусной инфекции. Это значит, что жизнь движется вперед. Но все же прекрасно понимают, вирусы приходят, кризисы приходят. Но кризис, они приходят и уходят, а жить-то надо, работать надо. Также развиваться нужно. И поэтому сегодня надо стоять. И то, что сегодня главой республики и правительством приняты такие шаги о том, что разрешить определенным предприятиям, промышленности, экономике сегодня. Но я считаю, это правильное решение. И то, что санитарно-профилактические меры каждый работодатель уже должен думать и соответствовать действующим правилам и так далее. И тогда все будет нормально. Стоять не нужно, надо работать. Альфат Масудович, уже многие задумались и прислушались, и поняли, что надо и самоизоляция, и нужна профилактика. Скажите, пожалуйста, очень часто задаваемый вопрос, коль мы уже говорим сейчас, блокпосты на въезде и выезде из Уфы будут или нет? Уфа будет перекрывать въезд и выезд? На сегодняшний день таких решений нет. Спасибо. Да. Спасибо. А следующее, если потребуется, тогда уже отдельно будем рассматривать. Ну, Но посмотрим, сегодня, куда жизнь будет двигаться. Да, куда жизнь будет двигаться, но сегодня такого нет. Спасибо.